Москва. Таджики и узбеки вытащили жителей дома престарелых из огня. Коронавирус в Таджикистане. Жители Худжанда требуют снять портрет Рахмона. В Москве 8 апреля произошел пожар в одном из домов престарелых. Трудовые мигранты из Центральной Азии, проживающие в соседнем доме, пришли первыми на помощь спасать из горящего здания пожилых людей. Об этом сообщает информационное агентство «Спутник». Успели, помогали пострадавшие. Но вы кого-то сами спасали как-то? Мы много что спасали. А вы знали кого-нибудь, кто там сейчас оказался? Ну, неизвестно, потому что много женщины были, неизвестно. До приезда сотрудников МЧС мигранты из Таджикистана и Узбекистана с риском для своих жизней спасли постояльцев пансионата. Огонь распространялся стремительно, поэтому все решали считанные секунды. Мигранты выносили из пансионата лежачих больных и людей в инвалидных колясках, которые не могли передвигаться сами. Трудовой мигрант по имени Джамшид рассказал журналистам о произошедшем. Точно bilmayman ki 7-8 odamga yordam berdik. Pastga tushirdik. 3-chi darajadan 3 kishi bo'lib, 2 tojik, o'zbek, 2-chi darajada ham odam bo'ldi. 8 апреля вечером около 21:00 вспыхнул хлопок. Мы вышли на улицу и увидели горящее здание, бросились на помощь. Мы втроем помогли вытащить 7-8 человек с 3-го этажа. Он сказал, помогите, мы вышли помогать. Как помогали, как все происходило, какая площадь пожара была? Все дымом обхвачено было. Все было в дыму. Огня не было. Однако в Главном управлении Следственного комитета России по Москве заявили, что помощь оказали некие неравнодушные граждане, не упомянув при этом, что они были трудовыми мигрантами. И поднялся там, у меня где-то минут через 20-25 минут пришли МЧСники. Я как узнал одного там имя Женя, вот с Женей мы поднялись, где там пожар был, обнаружили бабушку, которая, она живая, его тоже оттуда вытаскивали. Напомним, что это далеко не первый подобный случай, когда мусульмане из стран Центральной Азии с риском, а порой и ценой собственной жизни, спасали людей в России. Так, например, при пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» уроженцы Таджикистана Махмуд и Фарзон спасли из горящего здания около 50 человек. Все орут, все бегают. Мы лишь бы быстрее, сколько сможем людей здесь в магазинах полностью освободить магазин. Таджикский политолог Парвиз Муллажанов сделал важное заявление по поводу наличия инфицированных коронавирусом в Таджикистане. Об этом он написал у себя на странице в Facebook. Эксперт пишет, что информация о том, что в стране отсутствуют инфицированные, вызывает сомнения, потому что они выглядят неубедительно с точки зрения логики и здравого смысла. Прежде всего, Таджикистан не является закрытой страной, как и большинство его соседей. При существующем уровне трудовой миграции объем пассажирооборота всегда оставался высоким. Страна закрыла свои границы приблизительно в одно и то же время со своими соседями, считает политолог. Говоря о причинах вероятного сокрытия властями страны масштабов заражения, Муллажанов говорит: «На мой взгляд, здесь есть несколько возможных объяснений. Во-первых, соображения чисто экономического порядка. Таджикские власти вполне резонно опасаются, что введение карантина просто похоронит местный малый и средний бизнес, который так находится далеко не в лучшем состоянии. Во-вторых, правительство опасается паники, которая может возникнуть после официального признания наличия пандемии в стране. Прецедент уже был в конце февраля, когда после первых шагов по закрытию границы народ в панике стал скупать продукты питания, что привело к росту цен и дефициту некоторых видов продовольствия на рынке. В-третьих, судя по всему, правительство надеется, что все еще обойдется и вспышку коронавируса удастся купировать или растянуть во времени. Видимо, логика правительственных аналитиков следующая. Более 70% населения страны составляет молодежь, для которых пандемия пройдет относительно безболезненно. На этом фоне рост смертности среди старшего поколения будет не так заметен, а в перспективе можно будет надеяться на формирование коллективного иммунитета. В-четвертых, здесь можно предположить и политическую составляющую. На фоне предстоящих президентских выборов введение строгого карантина и разорение малого бизнеса выглядит явно нежелательной перспективой. Напомним, что до сегодняшнего дня таджикские власти отрицают факт выявления в стране инфицированных вирусом COVID-19. Летальность, фаут
аз ин касалӣ дар дораи 3-3,5 фозро ташкил медиҳад. Жители многоэтажного дома в центре Худжанда просят снять баннер с портретом президента Эмомали Рахмона. Из-за огромного баннера в квартирах душно и темно. Свет приходится включать даже днем, жалуются они. Об этом пишет радио Азади. Местные власти пока не отреагировали на жалобу жильцов. Огромный баннер с портретом Рахмона повесили в доме рядом с молодежным центром в центре Худжанда год назад. Местные чиновники говорили, что баннер снимут через 2 недели, но позже забыли о своем обещании. Тилавиддин Ахмадов с супругой живут в одной из квартир этого дома. Мы страдаем уже больше года. Кондиционер не работает в квартире и на балконе дышать нечем, особенно летом, когда печет солнце нестерпимо, от баннера исходит неприятный запах. Сколько еще это будет продолжаться? Возмущается хозяин квартиры. По его словам, жильцы неоднократно обращались в мэрию Худжанда, однако там так и не осмелились снять баннер с портретом президента. Посмотрите, сегодня солнечный день, но в квартире темно. Свет у нас горит целый день, говорит Тилавиддин Ахмадов. химические свойства таяр шудагӣ бӯи тафти ин одама касал мекунад. Напомним, что в Таджикистане портреты президента и баннеры с его цитатами вывешены во всех городах, на всех трассах, а также висят во всех кабинетах в госучреждениях. По информации радио Азади, в 2018 году суд Хатлонской области приговорил к году лишения свободы жителя села Пахта-Абод Хурасанского района Абдулхакими Таубова, признанного виновным в разжигании розни за критическое замечание после размещения очередного портрета президента Рахмона.